Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала «Сделано в Казахстане АК-79». Одним из героев знаменитой Орбулакской битвы является прославленный Карасай-батыр Алтынайұлы. И именно об этом казахском батыре и будет мой сегодняшний ролик. Карасай родился в 1598 году в местности Карасаз в горах Суухтөбе на территории современного Жамбылского района Алматинской области. Происходил из рода Шапрашты старшего жуза. Отец Карасая, Алтынай Абыз, был известным провидцем-мудрецом, которого окрестные казахи даже называли Аулие, святой. Согласно легендам, Карасай уже в юности отличался силой и ловкостью и был столь крупного телосложения, что шкуры одного быка едва хватало ему на пару сапог. Впервые Карасай проявил себя на поле боя в 17 лет, когда в 1615 году в Житысу участились набеги воинственных ойратов. Именно после этого сражения юный Карасай дает себе клятву не слезать с коня, пока последний ойрат не покинет казахскую землю и уходит добровольцем в ополчение старшего жуза. Впоследствии Карасай отличается в сражении у реки Тобол в 1620 году, где берет в плен 2 калмыцких тайши. За этот подвиг Карасай получает от казахского хана Есима прозвище «Казахтың Карасай батыры» и получает право носить собственное знамя и доспехи. И Карасай-батыр решает тогда изобразить на своем знамени и доспехах голову волчицы, которая считалась легендарной прародительницей тюркских племен. Став батыром, Карасай формирует свой отряд, который очень быстро превращается в одно из лучших казахских формирований. И дело тут было не только в личной отваге и храбрости Карасая. Карасай-батыр уделял очень большое внимание боевой подготовке своих сарбазов. Его воины тщательно изучали места предстоящих сражений, чтобы пользоваться их преимуществами. Это позволяло нападать на врага неожиданно, наносить внезапные удары и мгновенно исчезать. Разработал Карасай-батыр и тактику оборонительной войны через создание на местности искусственных укрытий. Полководцу Карасаю также принадлежит и применение тактического приема разведка боем. В его войсках специально создавались подвижные отряды. Молодой казахский батыр на лошади мог выдержать в отряде Карасай-батыра сутки напролет без сна и отдыха. Именно такая тактика позволила отрядам Карасай-батыра одерживать многочисленные победы над калмаками и джунгарами. В 1627 году отряды Карасай-батыра демонстрируют образцы храбрости уже в кровопролитных жестоких битвах против калмыков на западном побережье Каспия. Причем в одной из битв с калмаками 30-летний Карасай-батыр 9 раз подряд выходит на поединок, убив всех калмыцких батыров, выходящих против него. После смерти хана Есима Карасай-батыр становится верным соратником его сына Жангира, которому было тогда всего 18 лет. Именно Карасай-батыр, когда после смерти Есим-хана в казахском ханстве начинаются междоусобные войны за престол, вместе с боевым другом Ағынтай-батыром из рода Арғын берет в свои руки защиту родной земли от внешних врагов. Так, в 1629 году Карасай-батыр разбивает калмыков сначала на реке Волга, а затем в 1635 году в Сибирско-Тобольском сражении. И когда Карасай-батыр находился в походе против волжских калмыков, на аулы султана Жангира нападают джунгары и уводят молодого сына Есим-хана в плен. Услышав об этом, Карасай-батыр вместе со своим неразлучным товарищем Ағынтай-батыром немедленно выдвигается в погоню. Не успев догнать джунгар на казахской земле, батыры вторгаются в джунгарские владения и с огромным трудом, но все же освобождают молодого казахского султана Жангира. После освобождения султана Жангира Карасай-батыр теперь всегда находится рядом с ним и становится его верной опорой в борьбе с казахскими султанами за ханский престол. В этот же момент
решив воспользоваться междоусобными войнами среди казахских султанов, на земли казахского ханства вновь вторгаются войска джунгарского предводителя Батыра. И первым, кто получил сведения о надвигающейся опасности, был султан Джангир. Однако другие казахские султаны, включая даже родного старшего брата Джангира, казахского хана Жанбека, не вняли словам Джангира и отказались выступить против джунгар единым ополчением. И тогда султан Джангир, подобно спартанскому царю Леониду, решает выдвинуться навстречу врагу с отрядом личных телохранителей. Битва состоялась недалеко от реки Орбулак, в предгорьях джунгарского Латау. Битва началась с элемента неожиданности, так как джунгары не ожидали, что казахи устроят им засаду. В этой битве казахами также было впервые массово применено огнестрельное оружие, и в первые же часы джунгары лишились большого количества воинов. В итоге джунгары были вынуждены отступить. На следующий день, когда сражение уже переместилось на равнину, к казахам присоединились отряды казахского батыра Жалантоса численностью около 20 тысяч воинов. Джунгары, не ожидавшие такого хода событий, вынуждены были вернуться в Джунгарию. По разным оценкам, джунгары потеряли в Орбулакской битве от 1 до 10 тысяч человек. После Орбулакского сражения, когда Джангир все-таки избирается казахским ханом, Карасай-Батыр становится одним из главных казахских полководцев, сардаров, и освобождает от джунгар все Жетысу. Одновременно отряды Карасай-Батыра несколько раз приходят на помощь братскому народу киргизов, оказав им помощь в борьбе против джунгар. Последней битвой, в которой лично участвовал Карасай-Батыр, стало сражение в местности Аркөс-Анкай в районе Джунгарских ворот в 1664 году. После трагической смерти хана Салкам Джангира в 1652 году, которого Карасай-Батыр глубоко уважал, Батыр решает уехать на родину своего друга Ағынтай-Батыра в местности Сарыарқа. Тем более, что его туда приглашали аргыны в качестве независимого бия. И на новом поприще вчерашний Батыр и полководец Карасай проявляет качество мудрого правителя, любые конфликты разрешая справедливо. Отдельно стоит сказать, что Карасай-Батыр никогда не делил казахов на жузы, племена или роды. Для него казахи были единым родным народом. В 1669 году Карасай-Батыр включается в состав Большого казахского посольства, направленного в Россию для переговоров по установлению мирных и торговых отношений. В 1671 году, решив воспользоваться очередной борьбой казахских султанов между собой, джунгары снова вторгаются на казахские земли. И Карасай-Батыр, которому на тот момент было 73 года, решает лично возглавить вышедшее навстречу врагу казахское ополчение. Казахам удается отбить и это нападение джунгар, но для Карасай-Батыра эта битва оказалась роковой. В этой битве погибают два сына Батыра, Иркен и Түркен, а сам Карасай-Батыр получает смертельное ранение и вскоре погибает. Похоронили Батыра на горе Кулшымбай, на территории современного Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Через 2 года рядом с ним похоронили и его неразлучного соратника Ағынтай-Батыра. Могила Карасая и Ағынтая долгое время считалась утраченной, пока не было случайно обнаружено в начале 90-х годов в ходе сельскохозяйственных работ. Позже здесь, в октябре 1999 года, был открыт мемориальный комплекс по проекту архитекторов Бека Ибраева и Садвакаса Агитаева. И закончить свой ролик я хочу благословением, которое дал Карасай-Батыр своим сыновьям накануне своей смерти. Ұлтарақтай жерге таласың. Бірімізді біріміз қырғаннан кім ұтады? Бауырды бауыр өлтірсе, елдігіміз қане? Басыма киген дулыға, тұғырсыз қалсам маған серт. Асыл басым жарылып, қараған жұтсам саған серт. Темірден тартып тоқытқан, керегі көз кіреукем, соққы тартсам маған серт.
шапқанына шыдамай қылыш өткізсең саған серт. Қарасай!